21-й уже чемпионат, посвященный нашему первому чемпиону мира из Якутии Александру Иванову. Так? И то, что сегодня у нас чемпионат и первенство Дальнего Востока, это серьезное мероприятие, понимаете? Собралось столько много спортсменов, и еще приедут на К1. У нас первый раз мы совместили, значит, два направления, то есть и full контакт, и К1, понимаете? Приедет 300 спортсменов. Я еще раз хотел повторить, что у республики хороший опыт проводить соревнования. Я думаю, что мы проводили чемпионат страны у нас в Якутии, в Якутске. Поэтому надеюсь, что организация будет хорошая. Мы подготовлены к этому вопросу. У нас проблем не должно быть. На закрытие посмотрим. Я думаю, что у нас 60 человек спортсменов от Якутии. Думаю, много медалей получим. Боксинг в сам вид спорта включен в следующих летних международных спортивных играх «Дети Азии» в 2024 году, который будет проводиться у нас в городе Якутске. И это тоже немаловажный момент, скажем, это тоже можно отметить так и историческим событием для развития самого кикбоксинга и в нашей республике, и в России, а также на азиатском континенте. Вот скоро Дети Азии готовиться надо, вот молодые ребята попробовали в ринге. Главное, опыт набрать надо до Дети Азии. Конечно, ребята есть, мы будем, конечно, Дети Азии будем побеждать, должен быть. Ну, ребята нормально, хорошие. Первенство Дальнего Востока в разделе Full Contact прошел на относительно высоком уровне. Конечно, были ребята, которые впервые попробовали себя на этом первенстве, но основной костяк, кто у нас были уже неоднократные участники первенства России, к этому первенству готовы. Хочется отметить в том, что радуют разные школы прежде всего. Посмотрел, очень хорошие спортсмены, перспективная Республика Саха. Здесь нужно еще сказать о том, что основной конек, конечно, дисциплина лоу-кик. Ну, ребята начинают с фулл-контакта раньше, 13 лет, поэтому все эту дисциплину проходят. Остальные регионы, Приморский край очень сильно выступил, молодцы. Порадовала Республика Бурятия.
В основном из всех участников, процентов 80, они стали победителями и призерами этих первенств. Что радует, что регион представлен впервые на наших соревнованиях. Хабаровск представил спортсменов неплохих в этом разделе. Ну и думаю, сейчас еще раздел К1 покажет основной потенциал Дальневосточной Федерации кикбоксинга. Прилетели мы из еврейской автономной области, город Биробиджан, сборная команда. Прилетели мы в Якутск просто офигенно. Люди здесь живут, ну просто обалденно. Айхал кричал на вечной мерзлоте, шаманом в бубен бил неоднократно. На спорте выросли здесь все, а значит Махач будет знатный. Welcome, Якутия! Положительное очень впечатление у нас. Ну, на самом деле этот турнир здесь уже не первый год проводится. Мы первый раз приехали из Хабаровского края, но город представляю Комсомольск на Амуре. У меня двое воспитанников здесь выступили. Один третье место, к сожалению, а второй первое место. Дай бог на Россию поедем. Турнир очень получился крутым. Встретили хорошо. Ста Якутия лучше. Я думаю, дальнейшие тоже будут турниры здесь проходить. Будут на таком же уровне высоком.
по результатам у нас. По взрослым 6 первых мест из 12 весовых категорий. Ну, я считаю, ребята выступили стабильно. Впереди Кубок России в апреле месяце. Вот. Сейчас посмотрели недостатки. Будем работать, готовиться. Спасибо, что пригласили. Всегда рад быть на этих турнирах. Приглашайте еще. Организация на высшем уровне. Гостеприимство на мега высшем уровне. Всех рад всегда видеть. Еще приеду. Команде, детям очень понравилось. Спасибо. Как тренер, я, можно сказать, первый раз привез команду. До этого я неоднократно сам становился победителем этого турнира. Всегда с удовольствием сюда едем, знаем, что здесь будет организация на высоком уровне, призы, опять же, внимание. Отличные бои показали, много соперников, очень конкурентные ребята. Вот. Я уверен, что это в дальнейшем нам поможет при подготовке к чемпионату и первенству России. Вот, ребята набрались опыта и в дальнейшем, я уверен, что на всероссийских соревнованиях покажут высокий результат. Очень красочные, яркие поединки и очень хорошую конкуренцию ребята показали из Хабаровского края, Приморского края, с Камчатки, с Бурятии, ну и, конечно же, ребята из Саха-Якутии. Я думаю, что это очень хороший, прекрасный старт был для тренеров, для спортсменов перед следующими этапами. Это Кубком России, который в Казани уже пройдет скоро, в мае месяце, в апреле месяце, и в мае месяце первенством России в Кемерово. Вот, но есть над чем работать, конечно, безусловно, всем тренерам. Я вот сам посмотрел, что есть какие-то провальные возраста, в которых нужно активизироваться и работать. Но это хорошо, потому что когда не над чем работать, нет конкуренции, расти некуда, и тогда, конечно же, будет только спад. А у нас задача только вперед, только развивать наш вид спорта кикбоксинг, еще больше, еще массовее делать и качественнее, конечно, продукты.